Сегодня депутаты Госсовета Коми провели последнее в этом году заседание. Рассмотрели более 25 вопросов, основным из которых стал бюджет на следующую трехлетку. В главном финансовом документе республики прописаны источники доходов – 79,5 миллиардов рублей и расходы на 9,6 миллиардов больше. Бюджет сохранит свою социальную направленность, а правительство под руководством главы региона Владимира Уйба продолжит работу по привлечению федеральных средств в республику. Подробнее Алексей Корчма. Непростая задача под конец года. Финансисты перекраивают бюджет республики. Где урезать, а где оставить? В следующие 3 года ситуация будет сложной. Дефицит более 9,5 миллиардов. Падение бюджетных доходов напрямую связано с пандемией. Коронавирус нанес сокрушительный удар по экономике региона и страны в целом. Безусловным, конечно, нашим основным приоритетом это является выполнение всех социальных обязательств перед населением. Эта задача у нас стоит ежегодно, и мы ее выполняем, и в 2021 году мы ее также, безусловно, выполним. Мы в бюджете предусмотрели индексацию расходов. Это по мерам социальной поддержки населения на 4% с 1 января. Также предусмотрена индексация расходов именно в части заработной платы работникам бюджетной сферы. Единственное, мы отказались от повышения заработной платы госслужащим. Бюджет был и остается социально ориентированным, заявляет Минфин. Дотации муниципальным образованиям сохранены полностью. Продолжается строительство в рамках адресной инвестиционной программы. На следующую трехлетку заложено более 16,5 миллиардов рублей. Еще 6 миллиардов выделят на модернизацию первичного звена здравоохранения. Половину из этих средств на строительство ФАПов, амбулаторий и поликлиник. Обязательный приоритет исполнения национальных проектов. 7,5 миллиардов уже в бюджете. При этом глава Коми Владимир Уйба и правительство республики продолжат лоббировать интересы региона на федеральном уровне. В федеральном бюджете предусмотрена дополнительная финансовая помощь именно бюджетом субъектов в объеме 300 миллиардов рублей, которая будет распределяться в течение финансового года. И, конечно, она будет распределяться опять исходя именно из выпадающих доходов относительно 2019 года. Учитывая, что мы видим все-таки объем выпадающих доходов, конечно, мы должны будем получить дополнительную финансовую помощь из федерального центра. Для покрытия дефицита бюджета Коми Минфин привлечет кредитные средства, разместят и долгосрочные ценные бумаги. При этом исполвласть и депутаты должны создавать условия для привлечения дополнительных инвестиций в экономику региона, искать новые источники доходов. Нам нужны льготы на добычу определенных фракций в нефтепродуктах, это одно. А другой момент, наверное, самое основное, которое все ждут вся республика, это все-таки инвестиционная политика, которую нам нужно делать тот климат на территории Республики Коми, который бы привлекал инвестиции. Все-таки республика у нас богатая и абсолютно всем, но самое главное, человеческим ресурсом, а люди у нас работоспособные, любящие работать, это самое важное, что мы можем сделать. И такого климата, который у нас есть, нет нигде. Поэтому можно расширять именно любую сферу, и здесь нужно прорабатывать. Тем более, раз мы попали под развитие Арктики, безусловно, мы можем и на этих преференциях что-то сделать. После долгого обсуждения парламентарии приняли сложный бюджет на следующие 3 года. Глава республики Владимир Уйба поблагодарил депутатов за работу по формированию и обсуждению бюджета в интересах избирателей, всех жителей республики Коми, и настроил на плодотворную совместную работу. Понятно, что республиканский бюджет – это живой документ, и с течением времени в него будут вноситься необходимые изменения и поправки. Но главное, что в нем, несмотря на сегодняшнюю непростую финансовую ситуацию, и я это подчеркиваю, сохранена социальная направленность. Мы с вами проживаем непростой год. К сожалению, вы видите, что следующий будет не легче. Нам придется работать в сложных экономических и эпидемиологических условиях. Коронавирусная пандемия продолжается и накладывает серьезный отпечаток на все сферы нашей жизни. Очень важно, чтобы депутатский корпус, руководители республиканского, муниципального уровня работали единой командой. Этого требуют от нас наши избиратели. Мы должны вместе решать вопрос социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов, повышения качества жизни в республике в интересах всех ее жителей.
Депутаты рассмотрели и ряд других вопросов, назначили мировых судей, внесли изменения в закон о приватизации госимущества, о градостроительной деятельности, о тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения. Ужесточили правила розничной продажи алкоголя и обратились с инициативой на федеральный уровень. Расходы на социальные выплаты пенсионерам, чьи пенсии не превышают прожиточный минимум, предложили полностью финансировать из федерального бюджета. Согласно действующему законодательству, социальная доплата к пенсии неработающих пенсионеров, она, чтобы довести ее до размера прожиточного минимума, выплачивается на условиях софинансирования. То есть часть федерального бюджета средства, часть с республиканского. Ну и в связи с этим, конечно же, нагрузка ложится на наш республиканский бюджет. Допустим, в 2021 году размер этого финансирования составит 275 миллионов. Поэтому есть предложение, и депутаты поддержали, обратиться в правительство Российской Федерации к Мишустину с предложением перенести финансирование полностью на федеральный уровень. Бюджет изначально предполагает себе возможность управления любой статьей. А эта статья невозможна по управлению, ее невозможно спрогнозировать, ею невозможно управлять. И как раз оператор, который должен был управлять этим, это федеральный бюджет, который видит всю Россию, все регионы, всю ситуацию и может через прожиточный минимум, через МРОД управлять этой инициативой. Поэтому будем участвовать. Инициативу Госсовета Коми могут поддержать в парламентской ассоциации Северо-Запада России. Если новый порядок социальных выплат одобрят на федеральном уровне, бюджет республики сэкономит порядка 300 миллионов рублей. Мы вместе с правительством Республики Коми, понимая сложный бюджет на следующие и последующие 3 года, принимаем меры для того, чтобы уменьшить дефицит этого бюджета, ну и сохранить все социальные обязательства государства перед своими жителями. В заключение осенней сессии депутаты предоставили трибуну представителям непарламентских партий, которые рассказали о своей роли в преодолении негативного влияния коронавируса на социально-экономическую ситуацию в Коми. Алексей Корчмалик, Юшков, телеканал Юрган. Добавим, проект республиканского бюджета сегодня стал самым обсуждаемым в Госсовете. Коммунисты вернулись к инициативе 50 на 50, а по сути к пиару самих себя. Напомню, вопрос равного распределения налога на добычу полезных ископаемых между центром и регионами рассматривали на предыдущем заседании и большинством голосов отклонили, ясно объяснив инициатору причины отказа. 50 на 50 разбалансирует бюджеты и сильно навредит дотационным муниципалитетам. Тем не менее, коммунисты решили вернуться к этому вопросу сегодня. Вы надеетесь на помощь из федерального центра, хотя сами знаете, что в бюджете российском тоже недостаточно денег, а в нашем бюджете даже и без того скудное финансирование, которое было до этого, урезается. Свою позицию Михайлову вновь повторил Минфин, выступили другие депутаты. Но все аргументы автор инициативы словно не замечал. Его пытались призвать к регламенту. Не помогло. Остужать пыл и разъяснять на пальцах пришлось депутату Государственной Думы Ольге Севастьяновой. Принцип «отнять и поделить» сегодня уже не работает. Если ты находишься в Государственном Совете, то у тебя все-таки должен быть государственный подход. Поэтому я Олегу Алексеевичу предложила, что надо со своими коллегами встретиться, которые в других регионах работают, и об этой инициативе рассказать. Почему? Потому что если мы сегодня идем по этому пути, то мы тогда должны сказать: коллеги, а теперь страны нет, а есть отдельные регионы. И каждый регион будет решать свои проблемы так, как он видит. К примеру, мы по налогам 50 на 50, Краснодарский край нам скажет, что 50 на 50 морем мы будем пользоваться, по матушке реке Волге, может быть, мы вообще уже проплыть с вами не сможем, потому что она нам не принадлежит. Да? То есть это из этой области. То есть есть системные вещи, которые сегодня приняты, решены на уровне страны как государства российского. И государство российское, принимая решение, оно, естественно, должно видеть все 85 субъектов Российской Федерации.
Депутат Степан Чураков сообщил, что сегодня в Госсовете рассматривается инициатива о перераспределении в бюджеты регионов не 50, а 5% НДПИ, как это было до 2008 года. Дополнительные поступления в бюджет Коми могут составить до 6 миллиардов рублей. Эта инициатива уже более реальна и позволит сохранить стабильность бюджетной системы. Примечательно, что, выступая с идеей распределения доходов 50 на 50, на НДПИ на прошлом заседании Госсовета члены фракции КПРФ проголосовали против инициативы о сохранении льготы по высоковязкой нефти, которая позволит сохранить 7,8 миллиардов рублей для бюджета республики и работу для сотрудников нефтяной компании. В итоге сегодня за бюджет республики проголосовали 22 депутата. 3 коммунистов высказались против. Илья Богданов, Екатерина Дьячкова и Олег Михайлов. Еще один депутат воздержался. Коммунисты, проголосовав против принятия бюджета, не задумываются о последствиях такого решения. Вторая, конечно, проблема – это вот непринятие бюджета. Вот, понимаете, давайте мы его не примем. Но мы должны понимать, тогда с 1 января мы с вами не сможем производить оплату. Значит, люди не будут получать зарплату. Значит, наши граждане, которые требуется медицина, не смогут лечиться. Значит, в домах не будет тепло и так далее. И с моей точки зрения, что вот эти все инициативы популистские, не позволяющие решать вопрос, они потому и звучат, что люди, их произносящие, знают, в зале большинство – это ответственные. Поэтому всегда этой ответственностью можно прикрыться.